середине сентября 1942 мы подошли к Сталинграду. Оказались в самом пекле Сталинградской битвы. Взрывы бомб, рвущиеся снаряды, стрельба, свист пуль, дрожь земли от шквального огня артиллерии. Началась атака, а солнце в багровом небе едва просматривалось, как маленькая точка в наперстке, краснее красного. С криком «Ура!» мы побежали вперед. Я старался не отставать от своих, по сторонам поглядывал. И вдруг меня остановил какой-то резкий удар в упор. Передо мной возник высокий человек в черной форме. Перед глазами мелькнула его рука со штыком. Вот оно, думаю, чему нас и учили. Искусство штыковой атаки. Но фриц промахнулся, только шинель проткнул. В тот же момент идущий вслед за мной боец обезвредил того немца, ударив его штыком по ребрам. Если бы не тот парень, там бы я и погиб. Смотрю, впереди уже путь открыт. Наши ребята ворота открыли и залегли под колючей проволокой. Я открыл пулеметный огонь поверх их, но стрельба шла выше цели. Залег в траншею, точнее прицелился, и пошло-поехало как надо. Мой товарищ-спаситель тоже стал стрелять. Тут и наши оживились, поднялись в атаку. До вражеской точки 150 метров было. Пока дошли, многих истребили. Из 25 одного живого нашли. Другие сбежали с поля боя. По сведениям, у немцев было 40-60 разведчиков в строю. Их бросили в качестве подкрепления в случае безуспешных атак. Поэтому командир знал, что они точно обратно вернутся, и будет повторная атака. Постоим, подождем. Так и было. Не прошло и 2 часов, как немцы снова напали, но с другого фланга, на другое наше отделение. Это было жестокое побоище, страшное месиво, большие потери. Немцы накрыли штаб-землянку, в живых никого не оставили. Пулеметчика с собой в плен забрали. Мне после того боя орден Красной Звезды дали. До сих пор с горечью и благодарностью вспоминаю своих однополчан, погибших и уцелевших, удостоенных меньших наград.